Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за приглашение выступить на таком высоком собрании с таким большим представительством. Значит, что касается темы сегодняшнего совещания, темы сегодняшнего круглого стола, стоит отметить, что актуальность этого всего происходящего, как мы понимаем, знаем, явилась не в результате событий 24 февраля нынешнего года. Все это гораздо раньше планировалось, гораздо раньше концентрировалось, создавались определенные условия. Когда мне уважаемый Ахров поставил такую вот задачу, причинно-следственную связь найти с того, откуда же явились такие вот последствия глобального масштаба, в том числе и в тектонических, геополитических сдвигах во многом, я стал думать, вот, с какого же периода зацепить анализ, исследования. И дошел чуть ли не до того самого момента, когда, всем известно, первая женщина Ева все-таки заставила Адама сорвать таки это яблоко. Да? Понятное дело, что все мы имеем отношение, многие из нас имеют отношение, в том числе и к христианской религии, в частности к православию. Сегодня поздравляю всех православных с Днем Вознесения, имея такую вот возможность. Так вот, когда отмерял для себя, с чего же начать, я взял период примерно в половину от того самого яблока, да, и до известных событий 24 февраля нынешнего года. События эти начались в XI веке в той самой Западной Европе. События эти, почему на них хотел обратить внимание? Потому что сейчас вот у нас вот большой такой вот идет разговор о цивилизационном противостоянии, о противостоянии Запада и Востока, о противостоянии мировоззрений, о противостоянии ценностных категорий. Так вот, понять, что же такое вот Запад, да, консолидированный Запад, что такое цивилизация Запада, стоит, конечно же, проанализировать вообще, откуда они такие сильные, мощные взялись. Откуда же у них такие потенциалы? Так вот, в XI веке Папа Римский Урбан II фактически в своем движении, да, религиозно направленном, объединил разрозненные, раздробленные, нищие силы Европы и направил не куда-нибудь, а на восток. Потому что в те времена Восток процветал. Благодаря такой захватнической политике, начавшейся с крестовых походов, Запад узнал, что такое шелк, Запад узнал, что такое медицина, отчасти математика, астрономия, мореплавание, например. Известные британцы, как мореплаватели, да, они обрели опыт, прежде всего, взятый у арабов, у персов того времени. Так вот, Запад обеспечил себе безбедную жизнь за счет вывоза ценностей из Ближнего Востока, из Византии, буквально лет на 200, на 300 своего процветания. На этом не закончилось процветание и политика Запада, как захватническая в плане обретения чужих ресурсов. Обратите внимание, потом завоевание Северной Америки, потом 2 опиумные войны в Китае в XIX веке, потом колонии по всему миру, и самое главное из них Индия. До 45 триллионов долларов было вытащено из Индии для процветания Запада. Теперь вопрос. Вот живет Запад, замечательно, хорошо продвигается, процветает за счет консолидации у себя огромных ресурсов всего мира. Живет и процветает. И тут возникает вопрос в рамках глобализации всей экономики,
в рамках роста, в том числе и новых экономических игроков в лице Китая, возрождающейся России, с Запада встает вопрос, как же поддержать свои позиции великого цивилизационного блока и союза, и центра цивилизационного. У них остается одно. Они отказываются от конкуренции добросовестной и начинают искать присущие им варианты обретения новых источников ресурсов. Когда мы глянем на Африку, глянем на Латинскую Америку, на Ближний Восток, на Китай, там, где они уже везде были, мы можем найти только одно место, где они еще не были. Это Сибирь. По подсчетам, Сибирь дает им возможность жить безбедно, лет 500. Когда выясняется, что под Сибирью есть еще одна георазработка, когда выясняется, что еще в Арктике, оказывается, много чего есть, то тут, разумеется, стремления Запада, они были явно направлены на то, чтобы обрести эти ресурсы, конечно же, явно в свою пользу. Итак, мы пришли потихоньку к тому моменту, когда в 2007 году Путин Владимир Владимирович объявил Западу, что Российская Федерация обрела право продиктовать своим национальным интересам. До 2007 года Российская Федерация не смела этого сделать, ввиду того, что был частично потерян суверенитет, ввиду того, что мы экономически были подорваны, начиная с распада Советского Союза. Так вот, с этого самого момента, с 2007 года, хочу напомнить, тут же появились соответственные события, известные и на вашей благословенной земле в 2008 году, и на земле вашего братского народа в Южной Осетии. В Южной Осетии я бывал в Цхинвале по приглашению президента в свое время, и министра обороны. Вот так сложилось, что я служил в Академии Генерального штаба и как раз отвечал за подготовку военнослужащих, в том числе из Абхазии и из Южной Осетии. У меня есть выпускники, в том числе, славные представители вашего народа в том числе. Что произошло в ноябре 2021 года? Российская Федерация, полагая, что устремление Запада к достижению своих целей, обретение той ресурсной базы, которая сейчас находится в России, ни перед чем не остановится, решила определить границы этого влияния и предоставила достаточно выверенный документ, который обоснован со всех сторон, геополитически, исторически, экономически. После чего, конечно же, нам было отказано, причем в достаточно такой недипломатической форме. И дальнейшие события уже всем более-менее известны в той или иной степени из открытых источников, что послужило поводом в конечном итоге. Затянувшийся конфликт, конкретная позиция Запада по отношению к людям Донбасса, и, соответственно, его агрессивные устремления к недрам России путем такой острой конфронтации на наших рубежах, и особенно в такой гораздо наиболее больной его точке, как Украина. Что касается угроз в целом, потому что по угрозам также звучал вопрос, угроза такая военной безопасности со стороны НАТО, к сожалению, на сегодня не просто является реальной или потенциальной,
она является реализованной. Из теории национальной безопасности полагается реагировать на каждую такую угрозу построением соответствующей системы обеспечения безопасности. Она у нас есть. Эта угроза сейчас нивелируется действиями нашей доблестной российской армии во взаимодействии с армиями республик, также с участием таких замечательных людей из Абхазии, как наш знаменитый комбат Нашки. Поэтому на сегодня интересы Российской Федерации надежно защищены. На сегодня проводится специальная операция, в том числе для того, чтобы заложить большой потенциал в ближайшем, а потом и в среднесрочной перспективе новых экономических, международных отношений, в которых не будет уже превалировать агрессивная политика коллективного Запада, с тем, чтобы за счет других стран, государств, этот самый Запад спокойно себе процветал. Что касается Республики Абхазия, значение республики в регионе достаточно велико. Республика, я уверен, находится на подъеме и своего социально-экономического развития. Я уверен, что взаимоотношения с Российской Федерацией обеспечат в том числе и достойное состояние военной безопасности государства. Ну и так я, конечно же, в рамках того времени, которое было предоставлено на подготовку, немного полистал документы ваши национальные по стратегии национальной безопасности, вопросам национальных интересов, угроз и формирования системы обеспечения национальной безопасности. Ну, вижу, проделана достаточная работа. Поэтому, конечно же, хотелось бы таких побольше контактов, наверное. Надеюсь, что будет полезно это и, соответственно, вашему политическому кругу. Ну и, конечно же, нам будет интересно и важно, потому что мы с вами находимся по одну сторону баррикады, нам необходимо защитить прежде всего свои ценностные категории, на основании которой мы и должны сформировать национальный интерес. Ну, на этом, видимо, я готов пока закончить. Опять же говорю, что очень широкая тема для обсуждений. Вот такой взгляд в целом и глобально именно вот присутствует на отношение к происходящему, ну и на цели и задачи, которые стоят перед нами для обеспечения нашей национальной безопасности.